главное достоинство этого спектакля — это, несомненно, его визуальное решение. Вот, может быть, оно даже немножко попадает в кадр. Вот, то есть и костюмы, и сценография, и вообще общее решение, такое подчеркнуто игровое, театральное, как бы яркие декорации, яркие костюмы. На этом фестивале, конечно, больше всего поражает невероятная плотность программы, ее невероятное разнообразие, то, что здесь есть и живые показы, и трансляции, там и лекции, пресс-конференции, экскурсии. То есть действительно плотность программы поражает и ее разнообразие. Вот. Я, к сожалению, присоединился только вчера к фестивалю, поэтому, наверное, посмотрел еще не так много спектаклей, но уже были спектакли, обласканные «Золотой маской», например, как спектакль «Королевство кривых» из Альметьевска, вот, или спектакль, значит, Атнинского татарского государственного драматического театра «Дуськина дача», который вот был посвящен такой остро актуальной теме, проблемам семьи, брака, материнства вот в современном обществе. При этом интересно, что вот этот спектакль «Дуськина дача», он, невзирая на такую вроде бы приземленную документальную тему, был тоже решен таким вот театральным игровым ключом. Это создавало как бы в спектакле некий контрапункт и приводило как раз к такому интересному театральному решению. Добрый день, у нас идет третий день фестиваля, и сегодня вот на площадке перед театром Галиаскар Камала у нас проходит церемония открытия дней Саха-Якутии. Саха-Якутия – это один из ключевых участников, один из хедлайнеров фестиваля в этом году. Я хотела бы напомнить, что в этом году фестиваль в первую очередь посвящен теме северных тюрков, и мне кажется, та культура, которая сегодня представляется нашими якутскими братьями, она очень интересна и познавательна. Вообще, вот в течение этих дней можно сказать о том, что на площадке фестиваля «Навруз» не только идет показ спектаклей, но в первую очередь проходит настолько эффективная коммуникация, которая позволяет нам не только вспомнить о том, что мы, кто мы и откуда мы идем, и вспомнить наше прошлое, но в первую очередь определить совместный вектор движения. Я очень надеюсь, что этот фестиваль, он и в будущем будет объединять большое количество стран-участниц, и все-таки через 2 года, когда он будет проходить традиционно на территории нашей республики, нашей любимой Казани, мы сможем принять не только гостей из Российской Федерации, но и из стран СНГ, и зарубежных стран. Я напомню, что в этом году эти страны принимают участие в режиме онлайн. Ну, в частности, например, вчера был Казахстан, и мне кажется, что сама эта коммуникация, она в принципе очень интересная, даже в режиме онлайн, но офлайн это действительно это вообще чудо.